Селям алейкум, хайрлах шамлар. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Ахшам». В студии работаю я, Гульсум Халилова, и рада представить гостей нашей студии. Алена Яхно, политолог, а также общественный деятель Тарас Казак. Приветствую. Нашу с вами беседу мы начнем с такого информационного сообщения. Крымско-татарскому политическому заключенному Эдему Бекирову отменили меру пресечения в виде содержания под стражей и решили выпустить из СИЗО. Об этом сообщил его адвокат Алексей Ладин. Давайте послушаем. Состоялось желанное событие, которого мы все ждали уже почти 9 месяцев. Эдему Бекирову изменили меру пресечения. Вернее, даже не изменили, но отменили меру пресечения в виде содержания под стражей. И в настоящий момент его даже не мера пресечения, мера процессуального принуждения, обязательства АЯП. Значит, насколько мне стало известно, в суде с таким ходатайством вышла исполняющая обязанности начальника медсанчасти при следственном изоляторе. После того, как он в очередной раз, но уже неформально, был обследован в больнице Семашко. Напомню, в СИЗО Эдем Бекиров пробыл 258 дней. Он болеет сахарным диабетом, и он пережил несколько операций на сердце. Также у него ампутирована нога, и Эдем Бекиров является инвалидом первой группы. И о первых эмоциях и впечатлениях об освобождении отца нам рассказала дочь Эдема Бекирова, Элеонора. Давайте ее послушаем. Сегодня мне позвонила родная сестра утром, сказала, что заседание суда открытое, но никого не пускают. Для меня это уже был такой тревожный звоночек. Я очень переживаю каждое заседание, так как оно отражается сразу на состоянии здоровья отца. Но никак не думала, что исход событий будет таким. Позже я увидела, что Антон Намлюк меня отметил в публикации. Я, честно, даже боялась открыть эту публикацию. Но потом я открываю и вижу, что там большой пост и только одно слово «отпустили». В этот момент я не знала, мне не хватало воздуха, я не знала, что мне делать. То есть это эмоциональное такое состояние, которое невозможно передать. То, что в этот момент я испытывала, конечно, это была безграничная радость. Ну а с нами сейчас на прямой связи по телефону жена политического заключенного Эдема Бекирова Гульнара Бекирова. Гульнара ханум, селям алейкум. Гульнара ханум. Мы попробуем еще раз связаться с супругой Эдема Бекирова Гульнара Бекировой, если получится, и зададим ей вопросы, которые, конечно же, нас интересуют. Но для начала, да, как вы думаете, когда речь идет об оккупационных властях, об оккупационных судах, то говорить о каких-то уступках и о хороших новостях, да, понятно, не приходится, и иллюзий никто не имеет. Но сегодня мы получили такую хорошую новость. Как вы думаете, почему все-таки оккупанты пошли на уступку и почему именно сейчас? Ви знаєте, це все відпустили і ми радіємо. Це просто, справді, радіємо простим речам. Так? Спочатку вони залякують, саджають в слідчі ізолятори чи якісь ще інші засоби там, залякування застосовують. І потім, коли відпускають, коли правосуддя, би мовити, нормальна ситуація повертається, ми вже цьому радіємо. Тобто, насправді, оця така розхитування ситуації, яке ці окупаційна влада відбуває, творить в Криму та і по всій Росії, фактично інші, по Росії і нашому Криму, по великому рахунку, це такий спосіб залякати більшість активістів, опозиціонерів, для того, щоб просто боялися. Але для того, щоб не було такого, не накопичувалося це обурення, вони візьмуть і відпустять. Так? Тобто це така тонка гра, і вони нею вміють користуватися. Це інформаційна победа, як ви думаєте? Я не вважаю, что это информационная перемога. Ну, такая, небольшая, да. Но у нас же есть решение Европейского суда по правам человека, да, которое обязывает Российскую Федерацию вывести Эдема Бекирова в гражданскую больницу. Ну, так Росія плює на всі ці рішення. Ми все розуміємо, що їм це до лампочки, всі ці рішення. І тому, знаєте, оцінювати це як перемога, це занадто. Треба їх карати за те, що вони саджають, а не те, що відпускають. Відпускають – це норма. А коли саджають в СИЗО, це не норма. Гульнара Бекирова с нами сейчас на связи. Гульнара ханум, селям алейкум. Да, селям алейкум, Гульсум ханум. Да, Гульнара ханум, ожидали ли вы такого решения сегодня?
Ну, вы знаете, мы ждали это 258 дней. Мы боролись за это. Я была уверена, что победят наши адвокаты. Я была уверена, что каждый вклад каждого человека, он не пройдет так просто. И я была уверена, ну, мы ждем это каждый день. Но сегодня, если честно, не ожидала. Не ожидала, потому что они же ничего не слышали, ни решения, не то, что он больной, не то, что провели экспертизу медицинскую, которые документы предоставили. Решение дважды было немедленно его положить в больницу, немедленно его обследовать. Вы же видите, ничего не было услышано. Поэтому работу огромную, которую проделали все вместе, наши адвокаты, Ислам Лиляев и Алексей Ладин, и все правозащитные организации, которые могли помочь. Алло. Да-да-да, мы слышим. Гульнара Ханум, Гульнара Ханум, а что вам сейчас известно, где находится Эдем Бекиров сейчас? Вот, и когда он уже поедет домой, вам известно? Нет, еще нет. Мы сидим, все ждем. Значит, сейчас и Ислам Лиляев, и Алексей Ладин, и моя дочь, и Эдем все пока находятся на территории СИЗО. Они ждут, я так понимаю, бумаги, которые должны быть с мокрыми печатями. Гульнара Ханум, а Эдема Бекирова выпустили из СИЗО под обязательство явки в суд. Говорит ли это о том, что он сможет приехать на материковую часть Украины? Я не могу, не знаю, во-первых, ему переезжать будет очень сложно. И его сейчас, первое, что надо сделать сегодня, уже положить в больницу и начинать капать. Он действительно больной человек, и плюс за 9 месяцев эти пытки, которые устроила Российская Федерация над моим мужем, они, конечно, просто благодаря Богу, благодаря Аллаху, благодаря людей, которые рядом, каждого человека, который звонил, который поддерживал, который работал, который надеялся, сегодня вот благодаря этому Бог ему дал силы, и он выдержал. Я считаю, что если даже его можно перевести, то его только надо ложить в больницу. Чоксагу у нас Гульнара Ханум, это была Гульнара Бекирова, супруга политического заключенного Эдема Бекирова, с нами на прямой связи по телефону. Алена, а вот, да, как вы думаете, что вы думаете по этому поводу? Это раз, а второе, возможно ли освобождение других теперь политических заключенных и действительно на каких условиях это возможно? Смотрите, в каком сюре мы живем, в каком мире кривых зеркал мы живем. Вы задаете вопрос не почему задержали на 258 дней человека больного с ампутированной ногой, который инсулинозависимый, у которого сахарный диабет, и спрашиваете, почему этого человека отпустили. То есть, причем, я так понимаю, его задержали по какому-то совершенно дикому, надуманному обвинению. То есть, вообще, как бы это на голову не налазило. И вот человека продержали такого больного 258 дней. И это не единственный человек. То есть, фактически это вот содержание такого больного человека, это пытка без медицинского обслуживания нормального. И сейчас, как бы, то есть, сделали нормально. И мы удивляемся тому, что они совершили какой-то вот нормальный человеческий поступок. Вот нормальный человеческий поступок вызывает у нас удивление. Отпустили невинного больного человека с инвалидностью. Вы знаете, вот тут как-то очень тяжело все это комментировать, потому что мы выходим с каких-то логических соображений, а в этом и в задержании нет никакой логики, и в том, что они отпустили, нет никакой логики. То есть какой-то абсолютный такой сюр непонятный. Видите, даже супруга, самый близкий человек, не ожидала, что отпустит. Тут как-то очень тяжело понять вот их логику, их мотивацию и почему они так действуют. И сегодня, кроме того, что действительно появилась такая хорошая новость об освобождении Эдема Бекирова, сегодня ровно 100 дней, как нашей страной правит президент Владимир Зеленский. И какими стали первые 100 дней президентства Владимира Зеленского, мы проанализировали самые знаковые решения главы государства. Давайте посмотрим графику.
20 мая 2019 года, в первый же день работы президентом, Зеленский в своей инаугурационной речи объявил о распуске Верховной Рады. Его партия «Слуга народа» в результате досрочных парламентских выборов набрала наибольшее число депутатов. Первое в истории страны однопартийное большинство. Спустя месяц после своей инаугурации Зеленский издал указ о создании офиса президента вместо администрации главы государства. Самое спорное кадровое решение Зеленского – назначение адвоката Андрея Богдана главой офиса президента. В рейтинге 100 самых влиятельных людей страны Богдан занимает второе место. Президент Зеленский провел 2 телефонных разговора с российским президентом Владимиром Путиным 11 июля и 7 августа. Также президент успел лично встретиться с лидером Польши Анджеем Дудой, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. 7-8 августа Зеленский вместе с лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым и главой Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым посетили Турцию, где встретились с президентом страны Реджепом Таипом Эрдоганом. 25 июня президент назначил своего нового представителя в Автономной Республике Крым. Им стал Антон Кореневич. На День независимости был отменен традиционный военный парад. Вместо него офис президента провел шествие достоинства. Насколько за эти 100 дней президент Владимир Зеленский оправдал ожидания своих избирателей? Ми бачимо опитування, соціальні опитування, які покажуть, соціологічні опитування, які показують, що довіра зростає до президента. І вперше за велику кількість років більшість громадян, більше 50% вважають, що оцінюють ситуацію на краще, що ситуація покращується, ніж ситуація погіршується. 50+% – це такого не було ще більше 10 років, таких результатів соціологічного опитування. З кроків, які були вже озвучені, складно сказати, чого вже Зеленський добився, тому що ми розуміємо, що у нас парламентсько-президентська республіка. І з точки зору президента для нього в першу чергу треба було сформувати той інструмент, який він буде впливати на владу, а саме зробити більшість у Верховній Раді. Він з цим справився. Фактично, це завдання для себе, яке він безумовно поставив, він його виконав надзвичайно добре, так? Якщо оцінювати це з позиції пана Зеленського, тому що, маючи з запасом монобільшість, 254 голоси, він, як мінімум, до того часу, поки ця більшість не розсипеться, як мінімум це півроку буде, він матиме можливості ухвалювати закони, які будуть, законопроекти, які будуть формуватися десь в офісі президента чи десь в оточенні президента. С нами сейчас связалась Ирина Верещук, избранная народная депутат от партии «Слуга народа». Алло, Ирина, здравствуйте. Добрый день. Ирина, какие бы позитивные действия президента Владимира Зеленского за последние 100 дней вы бы отметили? Звичайно, це зовнішньополітична арена. Президент зумів зустрітися з вищим керівництвом фактично усіх провідних держав. Я зараз говорю про Брюссель, про Німеччину, про Францію, про Канаду, про Туреччину. А також в найближчі дні, я сподіваюся, відбудеться зустріч з Дональдом Трампом, можливо, в Варшаві, а можливо на полях ООН. Тим не менше, він провів 2 телефонні розмови з Путіним. Ми маємо сьогодні фактично домовлену зустріч у нормандському форматі. Також провів зустріч з Беняміном Нетаньяху, який за 20 років вперше приїхав до України. Отже, зовнішня політична арена, ми можемо поставити оцінку добре. Коли ми говоримо про призначення, звичайно, ніяких кардинальних зрушень тут не могло бути, тому що парламент провалював одне призначення за іншим. Ані міністра закордонних справ, ані міністра оборони і призначення генерального прокурора призначено не було. Також ці ініціативи президента теж блокувалися на рівні парламенту. Побачимо, як буде далі. Наразі ми маємо те, що маємо. А скажите, а какие минусы вы бы отметили? Все-таки відсутня комунікація. Можливо, варто було спробувати знайти ту мову, яка б задовольнила парламентарів, розуміючи навіть те, що у своїй інавгураційній промові він фактично розпустив Раду, і образу парламенту було можна спрогнозувати. Тим не менше, також відсутність комунікації, напевно, з урядом почасту
і Андрій Герус, який говорив про те, що на засіданні уряду приймаються рішення, які йдуть в розріз з політикою президента на той час одного президента, бо не було більше інших представників. Інші, так би мовити, інструменти, які застосовував уряд, ми пам'ятаємо, наприклад, заяву Богдана, якою він звертався до прем'єр-міністра, щоб призупинити виплати на місцях, що стосуються регіональних фондів. Тут можна би було бути більш гнучким і більш, так би мовити, знаходити шляхи, бо це залежить, в принципі, для нас всіх. Спасибо. Ирина Верещук, избранный народный депутат от «Слуги народа», была с нами сейчас на прямой связи по телефону. Алена, а что вы думаете? Какие победы и поражения Владимира Зеленского за последние 100 дней вы бы отметили? Мне, вот, честно говоря, было смешно слушать этот комментарий, потому что на международной арене это полный провал. Украина потеряла субъектность за эти 100 дней. Про Украину стали говорить без Украины. Это и Меркель, и Путин с Трампом, и другие были переговоры с Японией, где общались без Украины, об Украине. Много таких. Я уже сейчас даже и не припомню все случаи. То, что Зеленский ездил по странам и красиво читал текст с листочка, я не считаю, что это какое-то большое достижение, какая-то большая заслуга. Тексты с листочка он действительно умеет читать хорошо. А как же нормандский формат? Вот только вчера канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности, о подготовке с Эммануэлем Макроном к нормандскому формату, что подтвердили уже в Российской Федерации. Украина готова к этому формату? Как вы думаете, президент Владимир Зеленский готов к таким переговорам с Путиным? Ну, мне кажется, вот самое страшное, что может сейчас... Ну, во-первых, вот по поводу 100 дней. Вот главное, что произошло за эти 100 дней, до Владимира Зеленского дошло, что нельзя просто так прекратить стрелять. Что нет такой кнопочки «выключить войну». Что как бы это не получится. Как бы у него было такое наивное представление, что можно прекратить стрелять, и война прекратится. Нет, не прекратится, и как бы уже есть понимание в его команде, что война это надолго, и вот так вот одним щелчком ее не прекратить. По поводу нормандского формата, честно говоря, уже давно прекратила следить и за нормандским форматом, и за минским процессом, потому что как бы идут переговоры, но они мало корреспондируются тем, что происходит на фронте. По поводу вот этих переговоров с Путиным, это тоже, я считаю, был такой факап Зеленского. Там все смеялись в социальных сетях, когда он попросил Путина как якось вплинути на боевиков. То есть это вообще, конечно, было очень смешно, наивно, и он показал свою полную беспомощность в плане дипломатии и международных переговоров. Переговоры по телефону с Владимиром Путиным, если я не ошибаюсь, были 7-го и 11 числа месяца июля и августа, если я не ошибаюсь. В кінці липня і 7 серпня. Да, и вот приверженцы «Слуги народа» отмечают это как успех. Так ли это? Я теж не вважаю, що зовнішньополітичний напрямок мав якісь певні успіхи. Справді, зустрітися з Меркель чи Макроном і сфотографуватися разом, це не варто якихось там Это работа нашей дипломатії, організувати встречу. Так, ця зустріч, це протокольні зустрічі, які, на жаль, не мають на виході ніякого позитиву для України. Та ж зустріч з Беняміном Нетаньяху нічого не принесла Україні, ніяких позитивних наслідків, на жаль, хоча могла би принести, тому що так виглядає, що зовнішньополітичне наше відомство працює окремо, президент окремо, немає між ними контактів, міністр взагалі самоусунувся від виконання, пішов в відпустку, тому що там немає контактів у президента. Сама розмова з Путіним, ну а що вона принесла Україні? Так, треба відзначити, що на фронті певне затища. Так? Наші хлопців менше гинуть, менше поранених за останнім часом, це хлібне перемир'я, більш-менш якось там... я бы не сказала. Все время получаем сообщение, что 2 раненых, 1. Каждый день мы получаем информацию, что кто-то погиб. София Федына, избранный депутат от Европейской солидарности, сейчас с нами на прямой связи. София, здравствуйте. Доброго дня. Да, София, скажите, какие плюсы и минусы за последние 100 дней президентства Владимира Зеленского вы бы отметили? Ну, напевно, єдиним плюсом, який я можу назвати, що Україна все ще є.
тому що за таких умов, як президент Зеленський позиціонує себе, зокрема в зовнішній політиці і в безпекових питаннях, то ми мали нагоду би вже взагалі втратити і суб'єктність міжнародних відносинах, і взагалі втратити державу. Я особисто вважаю, що президент Зеленський, маючи шалений кредит довіри від людей, він не виконує свої обов'язки, які є передусім визначені в Конституції. Він не займається зовнішньою політикою взагалі. Він дискредитує Україну по питаннях військових і намагається сьогодні узурпуватися влада. Те, що ми бачимо зараз, зокрема, при підготовці до сесії Верховної Ради, першої сесії і з урочистого засідання у четвер, ми бачимо нотки, які взагалі ставлять під питання парламентаризм і демократію у нашій державі. І це є шалені програші для України загалом. Дуже би хотілося, щоб президент Зеленський, політична сила, яка йому підпорядковується, щоб вони взялися за розум, поставили державницький інтерес всередину всіх своїх дій и від чего відштовхуючись визначали свои дни. Спасибо. София Федина, избранный народный депутат от Европейской солидарности, была с нами на прямой связи по телефону. Ну а партия Европейская солидарность, в свою очередь, предложила кандидатуру заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза на должность главы одного из комитетов. Об этом сегодня рассказал избранный нардеп от ЕС Артур Герасимов. Давайте послушаем. Сьогодні ми під стенограму в присутності всіх колег запропонували на керівництво комітету з прав людини, а також, ви знаєте, з деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АРК Крим та міста Севастополя, національних меншин, кандидатуру представника Європейської солідарності Ахтема Чийгоза. Це ми зараз запропонували для того, щоб колеги могли вивчити цю ситуацію і підтримати цю кандидатуру. Что вы думаете по поводу кандидатуры Ахтема Чийгоза и будет ли она поддержана? Ну, это очень логичный выбор. Это было бы логично, если бы он возглавил этот комитет. Но мне почему-то кажется, что в «Слуге народа» не поддержит это решение. Для меня вот главная сенсация по комитетам была это то, что вот комитет по свободе слова дали по блоку ОПЗЖ, и да. по платформе. Вот как бы это при том, что, например, есть такие депутаты, как Сергей Рахманин, как Геращенко, тот же Арьев. То есть множество вот авторитетных медийщиков сейчас в Раде. А вот в ОП-платформе я вот даже не могу себе представить, кто там может его возглавить. То есть вот это очень странный и нелогичный выбор. Но тем не менее мы видим, что Европейская солидарность отстояла комитет ветеранов, отстояла комитет евроинтеграции. Кто знает, может, они смогут и эту кандидатуру как-то пролоббировать. И очень хотелось бы, чтобы это получилось. Ну а «Слуга народа», в свою очередь, идет на компромисс. Об этом сегодня рассказал избранный народный депутат от партии Руслан Стефанчук и добавил, что при формировании комитета в первую очередь руководствуется профессиональностью, а не политической принадлежностью. Давайте послушаем. Ми є партія, яка набрала більшість. Ми своїх 60%, ми навіть менше беремо, ніж 60% в сукупності. Ми вже пішли на те, що менше. Ми пішли на те, що ми дали трошки більше, ніж були передбачені квоти, тому що ми розуміємо, що не у всіх фракціях можуть знайтись фахівці, зокрема, які розбираються в питаннях цифрової трансформації. Ну, дуже складно знайти в деяких політичних силах, в яких люди от ходять з телефонами Nokia 3101, фахівців в цифровій трансформації. Ми це розуміємо, ми з розумінням відносимося, і тому ми готові десь йти на поступки. А для нас, знову ж таки, ми будемо намагатися максимально дотримуватись принципу пропорційності, але з принципом професійності. Что касается принципа пропорциональности, как вы думаете, тогда почему Европейской солидарности всего лишь досталось 3 руководящих места? Це дуже багато, треба відзначити. Це дуже багато. У ОПЗЖ 11. Керівник посад ОПЗЖ одна. Нет, имеется в виду еще и заместители руководителей комитетов. Это имеется в виду, да, руководящие должности. Заместители, да, там их 3. ОПЗЖ вдвічі більше приблизно депутатів, ніж від Європейської солідарності, Батьківщини і Голосу. Так? Тому що ОПЗЖ набрало більше 11%, а ці партії набрали там 6, 7, 8. Так?
приблизно. Тому більш-менш справедливо це розподіляється. Справді так, як Стефанчук тільки що сказав, що вони взяли менше, ніж їхній відсоток «Слуги народу» перших позиций в комітетах, тобто керівників комітетів. Алена, а что вы думаете, действительно ли пропорционально распределены руководящие места среди партий? Ну, я думаю, что как бы даже сейчас, я так понимаю, окончательно эти вопросы еще не узгоджены, да. Идут еще консультации, еще как-то пытаются все это решить. Ну, «Слуга народа» имеет большинство, как бы они сейчас правят бал. Но, тем не менее, мы видим, что как-то удается вот европейской солидарности что-то взять. Кстати, интересная была новость, уже видела, что «Батькивщина» якобы объявила, что они теперь будут в оппозиции к «Слуге народа», и даже отозвали кандидатуру Кондратюк на пост вице-спикера. То есть это тоже такой симптоматичный момент. А сегодня Европейская солидарность выдвинула кандидатуру на пост вице-спикера лидера крымско-татарского народа Мустафу Джемилева. Вот что вы думаете по этому поводу? Я думаю, що оскільки від «Слуги народу» двоє представників, спікер і віце-спікер чоловіків, то для гендерної, так би мовити, балансу краще би висунути все-таки представника жіночої половини людства на цю посаду, щоб це було все-таки трошки по-європейськи. А народный депутат 8-го созыва Сергей Лещенко сегодня рассказал, кто, по его информации, станет следующим премьер-министром Украины. На сьогоднішній день у нас головний претендент на посаду прем'єр-міністра – це Олексій Гончарук, який зараз є заступником глави адміністрації президента з економічних питань. За освітою він юрист і зараз це кандидат номер 1 на посаду керівника уряду. Він проводить зустрічі з потенційними міністрами, проводить співбесіди і все вказує на те, що саме він стане новим прем'єр-міністром України. Юрист Алексей Гончарук может возглавить новое правительство Украины по мнению Лещенко, и ему всего лишь 35 лет. Это будет самый молодой премьер-министр Украины, если все-таки он им будет. Но насколько это вероятно? Я думаю, цілком ймовірно, тому що, по-перше, у «Слуги народу» була вимога, щоб це були за дуже незначним виключенням не люди, які не були в попередній владі. Ми знаємо, що є два виключення. Дуже ймовірно, це Оксана Маркарова, яка з великою вірогідністю очолить Міністерство фінансів знову, і Арсен Аваков, який теж матиме певне місце у наступному уряді. Але це виключення. Тому на посаду прем'єра, звісно, вони хотіли, щоб людина не була у попередній владі. І при цьому людина повинна добре розбиратися в широкому колі питань. Це і економіка, це і соціальні питання, і інші питання. І Олексій Гончарук, який був керівником Офісу по дерегуляції української економіки, який займався безліччю питань різного типу, різних напрямків і досить непогані має результати, цей BRDO офіс, він знайомий, йому не треба вже витрачати час на те, щоб поглиблюватися в ці різні питання, і він готовий ці питання вже вирішувати, тим більше, що ми бачили протягом останніх 3 місяців, як помічник фактично президента з економічних питань, він був присутній і разом з президентом на зустрічі з бізнесом, і він, Олексій Гончарук, теж проводив декілька зустрічей. Я теж мав таку нагоду зустрічатися з Олексієм Гончаруком, коли ми обговорювали фінансові питання про законопроекти, які стоять на порядку денному найближчих засідань. І Олексій, видно, що він глибоко в цих питаннях, і я вважаю, що це дуже непогана кандидатура. Те, що він молодий, це добре, тому що в нас і президент молодий, і парламент молодий, і прем'єр повинен бути теж молодий, щоб без груза цієї відповідальності, знаєте, такі надуті щоки товсті, що так як їм там тяжко на цій посаді, люди йдуть в цей кабінет. Треба йти з радістю, тому що перед нами величезні світлі перспективи, і тільки люди, які з ентузіазмом можуть взятися за цю справу і добитися результатів. Алена, а вот что вы думаете, Алексей Гончарук на пост премьер-министра Украины? Вообще, каким должен быть премьер-министром? Это должен быть политик или технократ? Я думаю, что это будет такой технический технократ. Его главная задача ни в коем случае не затмить Зеленского. Вот как бы такую яркого тяжеловеса на этой должности, я думаю, мы точно не увидим.
Ну, насколько вы знаете, что Зеленский еще в воскресенье на вопрос журналистов, кто будет премьером, сказал, что он не знает, ему нравятся две кандидатуры, и вполне возможно вот примут решение вот в самый последний момент, там, вечером 28 числа, перед заседанием. Согласна, что оставят, скорее всего, на 99% Маркарову, именно потому что она занимается сейчас бюджетом. И нелогично именно сейчас, когда уже на 90% все закончено, когда она уже фактически в процессе, менять коня на переправе. То есть, ну и она тоже, по сути, такой технический персонаж, совершенно не публичный политик. Ульяна Супрун тоже возможно, ну вот я даже не знаю, там колеблется мнение. То был резко негативно настроен Зеленский, то опять позитивно, то вот я так понимаю, что вот колеблется, но такой негативный баланс, столько грязи на нее было вылито, что я думаю, что все-таки ее уберут. По поводу Авакова тоже все неоднозначно, потому что вот раньше у Авакова была такая фракция «Наша Украина», могла в любую минуту «Наша Украина» выйти с коалиции. Сейчас никаких рычагов нет. Да, у него хорошие отношения. Народный фронт. Ой, да, Народный фронт, да. Сейчас никаких таких рычагов нет у него. Конечно, у него хорошие отношения с Коломойским, но я думаю, это недостаточно для того, чтобы остаться. Ну, давайте с внутренней политики перейдем на внешнюю политику. А там президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу советуют сближаться не с Кремлем, а с Киевом. С осуждением инициативы Трампа вернуть Россию в G8 выступил бывший заместитель министра обороны США Майк Карпентер. Давайте послушаем. Сообщается, что Трамп настаивал на возвращении России в Большую Семерку, против чего выступили другие лидеры. Что еще должно произойти, чтобы убедить скептиков, что Трамп – марионетка Путина? Дорогой Дональд Трамп, как насчет приглашения Украины на следующую встречу G7? Это бурная демократия, которая борется за выживание как суверенное государство. Пока вы там, почему вы не скажете президенту Путину оставаться дома, пока он не выведет свои войска из Украины? Как вы думаете, почему президент США Дональд Трамп настаивает на возвращении Российской Федерации в G7, возобновление G8? Это было в этом году в Биаррице и в прошлом году в Квебеке. Почему? Ну, я думаю, что Украина где-то на обочине его интересов. Его Украина не очень интересует. Его интересует сейчас Иран, вот все эти ближневосточные страны. Для этих целей ему нужна Россия. Ну и, собственно, Путин, мне кажется, ему как-то ментально близок. Они с ним вот ментально несколько схожи. Он бы тоже хотел быть таким диктатором, но вот насколько прекрасно работают американские институты, американская демократия. Мы видим, что есть заявление Трампа о том, чтобы вернуть Россию в G8 и G7, и уже на следующий день принимаются новый пакет санкций по России. То есть на самом деле вот есть в Америке такая чудесная вещь, как защита от идиота. То есть республиканцы и демократы делают свое дело, несмотря на заявление Трампа. Но может ли действительно Трамп быть марионеткой, как заявил Карпентер? Складно. Я не думаю, що він прям таки маріонетка і говорить те, що йому десь в якомусь каналі передає Путін, але безумовно для Трампа Росія – це об'єкт. Це об'єкт, це партнер, це співрозмовник. Україна таким, на жаль, не є. Україна – це справді суб'єкт, який може там бути якимось розмінним інструментом при торгівлі за Сирію, там, чи за Іран, чи за Північну Корею. Трамп бачить Росію як співрозмовника для того, щоб вирішувати проблеми світу. З Україною нема про що домовлятися проблеми світу, тому що Україна – це проблемна країна, це країна, яка його критикують постійно. Крім того, Україна зіграла найкращу роль, представники України на минулих президентських виборах, тому що, на жаль, більшість українських еліт підтримала Хіларі Клінтон, яка програла, і, певно, Трамп має певні образи, в тому числі на Україну. Він не дуже відрізняє там, хто це сказав, але Україна в нього так проходить під негативним таким сценарієм. Кстати, о предыдущих президентских выборах США Дональд Трамп говорит о том, что Обама мог предотвратить аннексию Крыма. С критикой действия своего предшественника вновь выступил Дональд Трамп. Давайте послушаем, что сказал глава Белого дома.
Обаму перехитрили. Они забрали Крым во время его правления. Это было нехорошо. Это можно было остановить, но президент Обама не смог этого остановить, и это очень плохо. Президент Обама помогал Украине, и Крым был аннексирован во время его правления. Если бы это произошло во время моего правления, я бы сказал: простите, ребята, я сделал ошибку. Я думаю, що якщо б це було під час правління Трампа, то він би ще й аплодував Росії за те, що Росія так безкровно, мовляв, захопила Крим. Понятно, что Трамп говорит это не впервые он обвиняет Обаму в том, что он дал забрать Крым Российской Федерации, аннексировать, оккупировать, но он и обвиняет Обаму в том, что это Обама виноват, что он не продавал Патриот Турции, и Турция поэтому начала покупать зенитно-ракетные комплексы у Турции, но все-таки ошибка есть, как он признает, у России, да, но все-таки ошибка есть, как говорит Дональд Трамп. Так будет ли он ее тогда исправлять? Ми бачимо, що позиція Трампа значно більш проросійська, ніж у Обами. Обама рахував Росію і Трампа ворогом, і це постійно і вісь зла, це звучало в розмовах Обами. Трамп, звичайно, ми бачимо інші абсолютно кроки, залучити знову Росію, перетворити G7 на G8. Ну, смотрите, Обама ведь мог резко все-таки отреагировать на оккупацию Крыма, учитывая, что Соединенные Штаты Америки выступили гарантом Будапештський меморандум. Саме так. І Америка ввела свої крейсери в Чорне море після цього, але розв'язувати заради України Третю світову війну, ну, мабуть, вони зупинилися і не могли цього зробити. На той момент не було такого рішення. Просто коли Трамп говорить, що Обама злякався, чи якісь такі речі, на відміну від нього, Трампа, то я думаю, що це навпаки. Трамп вів би себе ще більш проросійськи, ніж Обама в той час. Алена, ваше мнение по поводу высказывания Трампа? Ну, я вот совершенно не фанат Обамы. Как бы я считаю, что он был слабоват в международной политике, что США была совершенно не мировым жандармом, как при Бушах, например. Но, тем не менее, если действует логика этой фразы, то, значит, Трамп может вернуть Крым Украине, раз Обама помог России его забрать или как-то не мешало этому. Но на самом деле случилось то, что случилось. Как бы Украина была окровавлена после Майдана, слаба, власть валялась на земле, фактически не было власти. И в этот момент вот так коварно Путин захватил Крым. И вот сейчас, как стало известно, на днях спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил о готовности и о подготовке встречи двух лидеров Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Чего можно ожидать от этой встречи в будущем? Ну, вы знаете, вот уже были какие-то встречи Зеленского и с Меркель, и с Нетаньяху, и каких-то вот таких глобальных результатов мы не увидели. Я думаю, что они просто познакомятся, пожмут друг другу руки, но вот у меня нет каких-то таких больших ожиданий по поводу этой встречи. Тем более, что мы видим отношение Трампа к России, к Украине. Я совершенно не удивлюсь, если, кстати, следующая встреча G7 будет в Нью-Йорке, если Трамп пригласит, а он имеет на это право, если Трамп пригласит Россию в качестве наблюдателя. Отказался. Очень коротко, да. Я думаю, що сьогодні зовнішня політика нового президента не сформована. Не сформована саме й тому, що немає керування зі сторони президента зовнішньополітичним відомством, немає міністра. І зустрічатися з Трампом на той момент, коли ця стратегія зовнішньої політики не сформована, немає сенсу. Ми розуміємо, що ми хочемо від зовнішньої політики. Це треба прописати і треба добиватися цих кроків, а не просто зустрітися заради красивої фотографії. Тарас Казак, общественный деятель и политолог Алена Яхно были гостями нашей студии. Благодарю, а мы завершаем первый блок информационно-аналитической программы «Ахшам». Далее смотрите новости, а после возвращайтесь к нам. На студии будет заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз и участник национального движения крымских татар Снавер Кадыров. Не пропустите. Сьогодні у Prime Parents Ярослав Юрчишин